Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. Руководство Москвы и Северной Осетии подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Владельцами собственных квартир станут дети-сироты. Новое жилье они получат до конца этого года. Готовность объектов к сдаче проинспектировал заместитель председателя правительства Рустем Келехсаев. Верующие Северной Осетии могут вновь приложиться к чудотворным святыням. В республику доставили семистрельную икону Божьей Матери. Христиане могут увидеть святыню во дворце спорта «Манеж». Там же проходит и православная выставка. Эти и другие темы далее подробно. Теймураз Мамсуров встретился с градоначальником Москвы Сергеем Собяниным. Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между правительством столицы и Северной Осетией. Документ предусматривает взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Сергей Собянин отметил, что расстояние в 1500 километров не мешает работе во многих областях. Я знаю, что республика сегодня активно развивается, растет промышленное производство, активно строится жилье, развивается социальная сфера. Я думаю, что подписанное соглашение только поможет республике активизировать эти процессы, сделать их перспективными и стабильными на ближайшие годы. Так что я с удовольствием подпишу это соглашение. Как говорится в тексте соглашения, оно основывается на взаимной заинтересованности в сохранении и расширении двусторонних связей в сфере экономической, научно-технической и культурной деятельности. В документе также отмечается создание всех необходимых условий для укрепления межрегионального сотрудничества. Теймураз Мамсуров, в свою очередь, отметил большую роль Москвы в развитии Северной Осетии, а также поблагодарил за постоянную поддержку. Соглашение, которое мы сегодня подписываем, предусматривает обязательства, которые Северная Осетия, Алания берет перед вами. И я вас заверяю, мы сделаем все, чтобы полностью идеи, мысли, заложенные в тексте соглашения, будут нами выполнены. Мы сделаем все, чтобы текст соглашения не остался просто бумагой. Напомним, Северная Осетия уже подписала порядка 40 документов о сотрудничестве с различными субъектами Российской Федерации. За последние 8 лет заключены 12 соглашений. Елена Черенкова, Тимур Мазаев, Ильдар Афашоков, Осетия ТВ. Дети-сироты получат квартиры в новом жилом комплексе. Дома расположены в недавно отстроенном микрорайоне на улице Цикалаева. Владельцами собственного жилья станут 44 человека. Перед тем, как они сюда въедут, квартиры прошли проверку. Межведомственная комиссия по обеспечению жилищных прав детей-сирот во главе с заместителем председателя правительства Рустемом Келехсаевым проинспектировали готовность объекта. Мы воочию посмотрели, убедились в том, что сегодня выделяемые квартиры, они находятся в полной готовности. Более того, что сегодня мы были приятно удивлены качеством тех работ, которые подрядная организация, возглавляемая Майрамом Дзебисом, осуществила. В квартирах есть все необходимое для комфортного проживания, полноценный ремонт, электричество и газ. По информации Министерства труда и социального развития Северной Осетии, до конца текущего года жилье получат еще 76 человек. В их числе бывшие воспитанники детских домов. На обеспечение детей-сирот жильем в этом году выделили свыше 70 миллионов рублей. Елена Черенкова, Лена Гаглоева, Евгений Маркин, Осетия ТВ. В республику привезли чудотворные святыни православия. Семистрельная икона Божьей Матери снова на Остинской земле. Сегодня верующие вновь смогли прикоснуться к святому образу. Здесь Пресвятая Дева Мария изображена одна, пронзенная 7 мечами. Это символ той печали и боли, которую испытала женщина на земле. Появилась икона в конце 20 века обычным полиграфическим способом и находилась в доме простого верующего человека. Однажды после приложения к ее мощам Матрёны Московской икона замироточила. Теперь она всегда реагирует на те или иные события, которые происходят в стране. Когда икону привезли в Бесланскую школу, она стала выделять мир. В ее честь в мире построили уже 5 храмов. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах. Еще одну уникальную икону привезли в республику. Ее особенность в том, что образ Божьей Матери изображен с 2 сторон. Такая святыня существует в единственном экземпляре во всем мире. Именно поэтому ее называют двусторонняя чудотворная икона Божьей Матери умиления. 16 лет назад это был обычный листочек календаря в Брянской области. Потом случилось удивительное – икона замироточила. Когда ее решили одеть в ризу, с обратной стороны увидели еще один образ, на этот раз нерукотворный.
когда мастер работал над ризой, то он заметил, что оказывается, кроме лика Матери Божией, на этом нерукотворном образе есть еще и другое изображение, ранее невидимое глазу. Не нужно удивляться, потому что этот образ находится вот здесь. Мы все с вами его прекрасно знаем, а знаем мы его по изображению на Туринской плащанице, ведь это образ, лик распятого и воскресшего Христа. Как любая мать, которая носит дитя в чреве, знает, что дитя в чреве находится вниз головой. Вот и здесь по человеческому естеству распятый Спаситель также вниз головой. На иконе получились изображения стоп Богородицы. Со святыней умиления связано множество легенд и пророчеств. По словам священнослужителей, там, где Божья Матерь пройдет пресвятыми стопами, будет граница между добром и злом. Паломники со всей Осетии выстроились в длинную очередь, чтобы преклониться перед чудотворными образами Богородицы. Иконы уже объездили полмира, а после выставки они отправятся в Грузию и Армению. Тинатин Музашвили, Тома Валиева, Евгений Маркин, Ацамаз Кочиев, Осетия ТВ. В последнее воскресенье ноября в России отметят День матери. Северная Осетия не стала исключением. Женщин чествовали во Владикавказской школе номер 11. «Мама – ангел доброты». Такими словами организаторы встретили гостей. Ветераны войны, их дети и внуки смогли насладиться концертом, приуроченным ко Дню матери. Многодетным матерям, юбилярам и активным представительницам общественной деятельности вручили благодарности и подарки. Поздравить мам пришли известные артисты Осетии. Мама – это главный человек в жизни любого человека. Быть мамой – это призвание. Мама – это как президент, только в масштабах своей семьи. Символом этого дня является медвежонок, который держит в руках незабудку. И это очень символично, потому что незабудка – это цветок из древних легенд, который по старинным преданиям олицетворяет собой то, чтобы люди не забывали, помнили всегда своих близких, помнили родных и любимых людей. Каждый из участников и гостей считает, подобные мероприятия стоит проводить чаще. Благодарить матерей нужно не только в эту дату, а каждый день. Тома Валиева, Александра Ларионова, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Выступить на одной сцене с любимыми артистами. В Доме культуры селения Сунжа прошел совместный концерт воспитанников детских творческих коллективов и профессиональных эстрадных исполнителей. Мероприятие прошло в рамках проекта Руслана Кабалоти «Карусель искусств». Проект стал победителем на молодежном форуме «Машук-2014». В планах у автора проведение концертных программ, мастер-классов для детей и подростков из малых городов и сел республики. Сейчас жизнь такая, что информация, очень много информации идет негативной, и хочется, чтобы люди в сфере этой негативной информации находили ростки надежды и радости, и наша молодежь росла с желанием добиваться чего-то, достигать и не стоять на месте, и чтобы было кем гордиться в будущем. В рамках проекта «Карусель искусств» уже прошли концерты в селениях Тамиск, Нагир и Ильхотово. В них приняли участие мастера искусств Северной Осетии. В планах выступления в селении Бруд, в поселке Заводской, а также в военном городке Хольцман. Помимо этого, в будущем году пройдут мастер-классы по вокалу, художественному творчеству и национальной хореографии. Мадина Сханова, Тома Валиева, Заурцеев, Осетия ТВ.